Звонок по телефону. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, задавайте вопрос. Селям алейкум. Алейкум. Я звоню из Крыма. У нас и в садиках очень интересная ситуация. В этом году ребенка отдавал в садик. И в этом году когда отдаешь ребенка в крымско-татарскую группу, пишут заявление, на каком языке ты хочешь, чтобы твоего ребенка воспитывали, обучали. И в этом году было нововведение такое, то есть заявление писалось либо на русском языке, либо на крымско-татарском, или на русско-крымско-татарском смешано. Так заявление писать. Но есть одно но. Если в группе хоть один человек написал в заявлении, что он хочет, чтобы его ребенка обучали и воспитывали на русско-крымско-татарском языке, то всю группу будут обучать и воспитывать на русском крымско-татарском языке. Это что такое? Извините, пожалуйста, я не понял, что это за язык. То есть на двух языках. На двух языках смешано. То есть, если хоть кто-то написал русский, то крымско-татарского языка в группе не будет, ну, как языка всеобщего. Смешанный, чисто не будет. Да, таким способом, то есть нас лишили во всем Крыму. Ну, вы понимаете, что в такой ситуации хоть один человек, вот в Крыму у нас, ну, напишет, что он хочет, чтобы его ребенка воспитывали на русском и крымско-татарском. У вас вопросов есть или нет вопросов? Извините, у нас просто эфир ограничен. Вопрос есть у вас или нет? Нет, я вот это вот хотел. Но если что-то, спасибо за огромную, за интересную информацию. Мы не знали, вот я не знал об этом, это такая специфическая вещь. Не все дети отдают в детские сады. И пишет вот, зритель, который не представился, но я его понимаю, почему. Рассказал он, как уничтожают детские группы в детсадах. И